3, 2, 1. В городе будущего высокотехнологичен даже символический запуск. Вместо кнопки бесконтактный ключ. Дверь открывает робот. Объявляются открытыми. Так, в Иннополисе открываются два новых корпуса общежития университета. Всего к началу учебного года построено 3 здания, одно 5-этажное и 2 13-этажных. На это было выделено 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Корпуса рассчитаны на 1000 студентов. Количество мест выросло вдвое. Честно говоря, мы даже не верили, что можно это сделать с применением самых новейших технологий, которые сейчас стали стандартом для всей страны. И теперь все кампусы, которые строятся по поручению президента, а к 30 году 25 кампусов мирового уровня, будут использовать технологии, созданных здесь, в Иннополисе. Вы можете учиться, жить, работать. Прекрасный, комфортный город. И самое главное, огромные перспективы. То, что вот вы здесь учитесь, уже половина Нобелевской премии, да? А дальше уже за вами. Успехов вам! Матрасы нормальные? Да, удобные, можете присесть, мягкие, хорошие. Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко осматривают новые корпуса. Здесь есть и двухместные, и 4-местные номера. В каждом все для комфортной жизни. Кухня, гостиная, душевая, мебель, кондиционеры и бытовая техника. Никуда не делась и уникальная особенность всех прошлых корпусов — вот этот переход-галерея. Благодаря такому тоннелю в любое время и погоду в главное здание университета можно будет попасть, даже не выходя на улицу. С таким прекрасным видом мы всегда просыпаемся. Первокурсница Диана Минахметова только заехала в новый кампус. Признается, условия превзошли все ожидания. Мы ожидали, что будет классическое общежитие, как мы знаем вообще в целом во всех вузах. Но на самом деле здесь гораздо больше комфортных условий. Очень рада то, что увеличили университет, то, что все больше поступает новых учеников. Думаю, что университет двигается в правильном направлении. А это уже Казань и общежитие КНИТУ КАИ, которое носит название «Дом студента». В этой 17-этажке на Читаева будут жить 620 человек. В этой комнате я проживаю. Вот это мой сосед, его зовут Тимур. Тимур, салям. Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко осмотрели условия, в которых уже живут студенты и где они будут проводить досуг. В здании есть собственный тренажерный зал, где будущие самолетостроители смогут заниматься спортом. Мы еще хотели подарить подарок на самом деле Дмитрию Николаевичу. Белый лебедь 160, который производится только у нас в Казани. Вот это вам подарок от всего коллектива КНИТУ КАИ. На строительство нового общежития было выделено более 870 миллионов рублей. Работы велись в рамках национального проекта «Наука и университет». Рамиль Шайдуллин, Сан Саитова, ТНВ, Иннополис, Казань.